Нашествие монголов, начавшееся в 1238 году, застало Аланию в состоянии феодальной раздробленности. О судьбе царя ничего не известно. Но, судя по сопротивлению столицы, он храбро сражался с завоевателями. Князья же не сумели преодолеть рознь и объединить силы. Некоторые из них сдавали свои владения без боя, и за это монголы сохраняли им власть и принимали на службу. Война с аланами растянулась на долгие годы, но в итоге лишь горная Алания отстояла свою свободу. В XIII веке, во времена монгольских завоеваний на Западе, потомки Чингисхана пришли в места проживания аланов на Кавказе. В тогдашних летописях, в китайской хронике династии Юань и в сокровенном сказании монголов встречаются упоминания об аланах, где они называются Ассу, а Ассуд — это монгольское множественное число. Угадей, преемник Чингисхана, послал войска на войну с аланами. Конечно, были покорены не все аланы, в основном только живущие на равнинных территориях. Монголы, сами превосходные воины, очень высоко оценивали военное искусство и доблесть аланов. Они предложили аланской знати привести на службу монголам 10 тысяч аланских воинов. 1000 аланских всадников составили личную гвардию верховного хана. Аланская гвардия при монгольских императорах Китая насчитывала в разное время от 10 до 30 тысяч воинов. Воздержимся от политических оценок этой службы. Было бы интересно узнать, что думали о ней те, кто на родине продолжал борьбу с захватчиками. В 1246 году итальянский путешественник Плано Карпини сообщал о затянувшейся 12-летней осаде монголами горных алан, которые оказали им мужественное сопротивление и убили многих, и притом вельмож. Посол французского короля Гильом де Рубрук видел в 1253 году, что аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждых 10 монголов двоим надлежало караулить горные ущелья. Было бы очень важно знать, что говорил о своих соплеменниках, делавших карьеру на монгольской службе, последний аланский царь Богатар, сам посвятивший жизнь защите родины и возрождению государства. Скорее всего, мы никогда этого не узнаем. Хотя, наверное, можно догадаться.